И сейчас в студии Юргана депутат Госсовета Коми от партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин. Виктор Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, как вы прокомментируете вот эти последние случаи в Ухте, Усинске и Печоре? Безусловно, это большая трагедия. Но, опять же, в этой трагедии мы должны, чтобы сейчас все силы наши были сконцентрированы на помощи пострадавшим, в дальнейшем у нас все-таки должны быть вопросы, которые у нас есть к этой проблеме. Они были максимально решены и максимально все-таки открыты. В первую очередь мы должны сами задаться вопросом, почему все-таки у нас такая ситуация, когда у нас животные оказываются на улице. И в большинстве своем это бывшие домашние животные, которые были попросту выброшены. У нас систематика в этом есть, у людей, к сожалению, большому, допустим, это у нас либо не справились с породой собак, как мы будем что делать, зачем цеплять, нам жалко, нам нужно все-таки какой-то другой гуманс, не просто выбрасывают на улицу. А у нас есть другая проблема, особенно когда у нас есть самовыгул, то та же самая проблематика, когда у нас люди выводят собаку, уходя утром на работу, вечером только забирают собака, сама может гулять на улице. Тут же и третий вопрос, опять же, стерилизация, которая должна быть. Вот как бы основные такие тезисы, которые вроде бы где-то мы хотим по-гуманному поступить, но приводят у нас к большим последствиям. Но мы должны понимать, что в этом во всем нужно быть с должным уважением к самим собакам. Потому что не одни мы живем на этой планете, не одни живем у нас в республике. Это тоже живое существо, которого нужно максимально уважать. Вот местные власти заявляют, что у них в части работы с безнадзорными собаками связаны руки, и якобы виной всему несовершенство федерального законодательства. Можете прояснить, в чем суть, собственно, претензий? Ну, безусловно, тут, наверное, претензия может быть двухсторонняя. Да? Опять же, когда мы говорим о том, что у нас буквально до всех трагедий произошло хорошее крупное совещание с Минсельхозом, и Минсельхоз говорит о том, что деньги у нас на реализацию проектов по созданию приютов для собак по системе ГОСТ у нас есть. Но у нас ни один муниципалитет этими функциями не воспользовался. Внимание, вопрос тогда получается, муниципалитеты начинают дергать. У нас в некоторых муниципалитетах так, вот, допустим, не проводятся торги на проведение тех или иных операций, да, по созданию приюта. Но есть и другая ситуация. У нас, допустим, торги проводятся, а нет у нас ни одной организации, которая бы откликнулась. И вот такой вот порочный круг, который нужно работать. Но в этом во всем есть обратная сторона, к сожалению, к большому, которые начали прислушиваться только сейчас. Это у нас частные приюты. Это у нас люди, которые волонтеры сами организовывают, сами готовы вкладываться, которым помогают такие же люди, которые скидываются благотворительной помощью. И благодаря этому проблематика немножко решается. Но этим людям у нас ответ от муниципалитетов начинается другой. Они не подходят под ГОСТ. К большой радости у нас сейчас со стороны о том, что я несколько раз об этом заявлял, что нужно помогать в первую очередь именно этим приютам, доводить до уровня ГОСТа, тогда нам не нужно будет придумывать велосипед. Сейчас услышала глава республики, что в первую очередь будет помогать именно волонтерам, которые занимаются уже собаками, что люди эту проблему готовы решать. И вот эту проблему, она будет решаться только тогда, когда вот мы обратим внимание на людей, которые готовы работать сейчас своими силами, и им нужно помочь максимально вывести на тот уровень, который у нас есть. Угу. То есть приюты, в принципе, ресурс имеют достаточно для того, чтобы обеспечить полностью эту работу? Им нужна помощь. Опять же, доведение до ГОСТов, которые у нас крайне необходимы. У нас, да, есть проблема именно с ГОСТами. Потому что у нас приютов таковых, которые у нас имеют эту стандартизацию, у нас нет. У нас только частные приюты, и некоторые муниципалитеты зачастую иногда бывают лукавят, вот у нас они не подходят, и никак этим приютам не помогают. Есть муниципалитеты, которые реально готовы помогать этим приютам, именно решая проблему. Поэтому тут нужно работать сообща. И вот в первую очередь, опять же, можно именно, у нас есть база вот, среди добровольных приютов, люди, которые сами стараются делать все, что угодно, чтобы проблему хоть как-то с бездомными животными решать. Это большой плюс. И опять же, чтобы нам финансирование, которое у нас есть у Минсельхоза, помогать именно направить в русло, которое у нас должно идти на эту помощь. Но тут же, опять же, муниципалитеты правы. Почему? Потому что очень тяжела вот у нас бюрократическая система в помощи этим людям, что средства, в принципе, у нас есть, но их нужно потихоньку менять именно законодательными актами. В принципе, над этим сейчас будем работать. Угу. Возвращаясь к федеральному уровню, какие Госсовет Коми инициативы внес по этому поводу? Самая главная инициатива, которая у нас была, все-таки за контроль за бездомными животными. Да? У них дополнительно я бы сказал, что нам нужно усиливать именно стерилизацию животных. Причем это не только те, которые у нас выходят на улицы, да, а зачастую, когда у нас люди заводят собак. Опять же, да, вот возвращаясь к самовыгулу, как он зачастую бывает. Нам в гуманной степени бывает людям жалко стерилизовать свою собаку. Но у нас некоторые, допустим, даже ветеринары, с которыми мы сталкиваемся с такими вот советами. Вот у нас, как вы знаете, есть программа «Социальный кинолог», которую мы запустили. Чуть попозже мы о ней, надеюсь, поговорим более подробно. И жалобы у профессиональных кинологов и у заводчиков бывает такая ситуация, что некоторые ветеринары рекомендуют собак все равно сводить. Якобы для здоровья, но это не так. Получается, что собак выгнали на улицу гулять,
Вечером приходят, собака набегала, у них щенки. Куда давать? Ой, жалко, и опять у нас все на улице. На улице, все на Да, улице. либо в приюты, но приюты некоторые у нас реально не справляются. Это вот такой момент. И поэтому нам нужен дополнительный контроль. Опять же, самое главное, чтобы еще отметил, да, у нас это вот обращение, которое у нас было, и по контролю над животным, и по дополнительной стерилизации, и, которое у нас затрагивает также и приюты, нам нужно еще одно. Нам это все-таки нужно более жестко делать в плане больше законодательных актов. У нас есть огромная проблема в Республике Коми, но, в принципе, это проблема для всей России. Это все-таки самовыгул. Нам его нужно жестко контролировать, и именно стерилизацию животных. Третий вопрос, который нам нужно, опять же, переводить, и, надеюсь, в будущем мы с этим обращением выдвинемся, это все-таки огромный вопрос к заводчикам. Да, и к тем собакам, которые у нас все-таки зачастую бывают. Как вы все знаете, когда захочется завести какую-то собаку, у нас люди шерстят там, образно какой-нибудь из таких досок объявлений, самую дешевую выбрали, там нет ни документов, потому что заводчики за этими собаками не следят. Непонятно, какая собака, какие могут быть заболевания, то же самое агрессия, взять где-то с улицы, опять же, самовыгул, вот возьмите щеночка, потому что жалко. Это тоже проблема, потому что люди могут с этой собакой не справиться, и опять же, она у нас отправится куда? На улицу. Вот вы уже упомянули проект «Социальный кинолог». Расскажите, пожалуйста, в чем его суть? Самая главная суть – как жить с собакой. Вот именно самый главный вопрос к тому, что мы должны научиться существовать правильно с животными. Почему? Потому что собака все-таки такое живое существо, которое полностью на нашей ответственности. Но у нас зачастую люди не знают, как с ней правильно заниматься. Тот же самый момент, как правильно собаку воспитывать. Вот как правильно воспитывать собаку, с какого возраста? Я кошатник, извините, пожалуйста. Ну вот, да, от момента. У нас некоторые люди даже не знают, что собаку нужно воспитывать прямо с момента рождения, чтобы собака только появилась, и вот сразу же можно заниматься ее дрессурой. А у нас люди начинают там, приходить, опять же, к профессиональным кинологам, которые у нас также в нашей программе, когда уже начались проблемы. И вот через социального кинолога мы будем показывать людям, как правильно жить с собакой. Назовем это такое вот громко, но это так и есть. У нас есть профессиональные кинологи из центра МВД, из Спаскоми, которые будут объяснять, как же на самом деле жить, как нужно собаку воспитывать, как нужно собаку под себя подобрать, потому что вопрос в выборе породы, это тоже стоит. Наверное, все прекрасно знают, у нас мода меняется. У нас были мода лабрадоры, потом мода ротвейлеры, потом мода питбули, а потом в части этих собак у нас в приютах либо на улице. К сожалению, большому такое есть, просто потому что, да, действительно, вы правы, что собаку под себя тоже нужно подбирать, потому что некоторых не понимают, что, допустим, заводя хаски, голубоглазенькую собаку, это очень здорово, но эту собаку все-таки, она у нас ездовая, и нужно минимум 4 часа в день проводить с ней на улице. А потом, ой, меня собака погрызла, то и то, она у нас, думаю, не такая, не сякая, так правильно. Либо заводят, знаете, вот акита, порода красивая, но требует, чтобы эта акита служила, образно говоря, как немецкая овчарка. Такого не будет никогда, потому что все-таки нужно подбирать, что собака какого менталитета, для какой специализации эта порода выводилась, и тогда это все будет уже хорошо. И вот вроде бы с таких вот прямо с нулевых знаний, чтобы люди понимали. Вторая часть нашей программы – это то, чтобы люди понимали базовую дрессировку. Наши кинологи, и вместе с ними будем работать на общественных площадках. Сейчас мы будем подключать уже город Сыктывкар к этому ко всему, и администрацию, где мы будем проводить на улице занятия именно базовых знаний по воспитанию собаки. Это тоже очень важно, потому что все-таки, чтобы собака у нас в городской среде могла существовать беспроблемно и к людям, и по соотношению к другим животным, это все-таки нужно заниматься. И чтобы люди, которые вот сейчас хотят завести собаку, или у которых есть, чтобы они приходили и получали эти базовые знания, потому что это будет намного проще, нежели мы будем решать проблему, мы это можем предупредить. Ну, будем надеяться, что так и будет. Виктор Васильевич, спасибо большое. Большое вам спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был депутат Госсовета Коми от партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин. Мы говорили об ответственном отношении к животным. И в продолжение темы наш следующий сюжет.